Всем привет, друзья! В эфире программа «Пропеллер». 350-й выпуск уже. Наш первый сюжет посвящен фестивалю LEGO Generation, который прошел уже... Во второй раз. В прошлом году я был на первом LEGO Generation. Очень много людей, очень много экспонатов, очень много наборов и коллекций. Все они очень разные. Даже были, допустим, такие наборы там, по фильмам, допустим, да, по комиксам. Чем больше приобщаются дети к таким разнообразным хобби, тем больше и лучше это влияет на их развитие. Даже если ребенок сидит там, конструирует... Больше ни с кем не общается. Больше ни с кем не общается. Он пришел на этот фестиваль, он уже с кем-то познакомился, уже какой-то плюс. Поспорить, мой кубик больше твоего кубика. Лего — это детство, это буйная фантазия. Вот пришел сюда с своим племянником. Это игра, которая развивает ум и приносит счастье. Это даже не увлечение, это как путь по жизни такой, вообще вот. Философ. Да. Это как жизнь, грубо говоря. Для меня Лего это достаточно дорогостоящее хобби просто, шанс занять как-то время свободное. Для меня Лего это очень хороший конструктор, крутой конструктор. Лего это для меня игрушка моего детства. Первый Лего мне подарили в 4 года. Лего для меня мир развлечений. Это не просто какая-то игрушка, это больше, это целая культура. Лего — это конструктор, это творчество. Лего для меня все. Вы знаете, Лего — это не описать одним словом. Это одновременно и увлечение, и хобби, и драйв, и общение по интересам. В общих чертах, если одним словом, то Лего — это просто круто. Это неограниченные возможности, неограниченное общение, как вы видите. Это просто радость для детей и для взрослых в том числе. Дело в том, что к нам в Якутск приезжал настоящий гусляр. Гусли – это очень редкий, на самом деле, инструмент, несмотря на то, что, все знают, что такое гусли, и, в общем-то, это очень популярный инструмент, он абсолютно не распространен у нас. Но у гусли особенное звучание, то есть у других инструментов такого звучания нет. И еще, что интересно, вот этот музыкант модернизировал свои гусли, то есть там на этих гуслях стоят звукосниматели. Можно подключить гусли к усилителю, то есть вывести звук на колонки и действительно делать такие не акустические, а электрические концерты. Я обожаю современную музыку с элементами фольклора. Да. Обожаю просто. Мне кажется, это так звучит изысканно, вкусно, красиво. Ведь звучание этих инструментов древних, по сути дела, было незаслуженно забыто. То есть и сейчас, когда мы слышим звучание гуслей, лично для меня это было удивительно, что вот инструмент безо всякого, без усилителя, без каких-то примочек подключенных, вот гусли издают такие завораживающие звуки. Магические звуки настоящих гуслей услышишь не каждый день, а у нас появилась такая возможность благодаря встрече студентов БГУЭП с гусляром Максимом Гавриленко, который открыл для себя этот инструмент еще в студенческие годы. Это было такое ощущение, твоя профессия. То есть каждый там все равно определяется, да, рано или поздно человек с профессией. Вот это чудо узнавания своего чего-то, оно произошло в этот момент. И уже 15 лет, я даже не знаю, как это назвать, это даже не традиция, это какой-то поток. Зимовали зерны, чьи-то случайные грели ладони тебя. Мне хотелось попробовать именно, как гусли будут сегодня жить. То есть я вообще
против музеев. Мне очень важно, чтобы это жило, дышало сегодня. Сегодня эта музыка жива благодаря группе Максима Гавриленко. Она называется «Ладони» и уже широко известна любителям фолк-музыки. В центральных городах группа собирает полные залы. Гастролирует как по самым отдаленным областям России, так и в Европе. «Ладони» исполняет авторский материал и аутентичную музыку средневековой Руси. Наша задача, чтобы прежде всего, мое достижение личное, когда человеку становится внутри не безразлично. Я не за этот розовощекий такой вот драйв, такой позитив, да, вот как сейчас модно. Нет, мне главное, чтобы внутри жило. А уж как будет человеку весело, я могу сделать, чтобы весело, могу сделать, чтобы грустно. Шаман же. Пойдем по улице гулять. Гусли, пожалуй, один из самых интересных русских народных инструментов. Они звучали в повседневной жизни людей. Гусляры провожали воинов, участвовали в обрядах. Под гусли исполняли в основном былины, а также народные песни. Первые гусли Максима сделаны по лекалам 16 века, а вот этот инструмент Максим сделал сам. При этом сделал неуклюже, неправильно. Лет 15 назад доска, из которой сделаны эти гусли, она из Свято-Данилового монастыря. Ей около 300 лет. Появляется тайна какая-то. Наверное, вот это ощущение тайны мира, наверное, вот оно и вдохновляет. Мир — это тайна. И человек — это тайна. Ощутить хотелось бы, всем пожелать, ощутить и в себе, и в ближнем именно эту тайну. Вот это небесное в этом мире. По роду своей деятельности, вот, да, в съемках нашей телепередачи, я очень часто общалась с визажистами, общаюсь с визажистами, которые наносят на меня макияж. И это очень интересно, да, это очень интересно, потому что я вижу, что мое лицо – это холст, а визажист – это художник. И вот он сидит вот так вот, смотрит, так, вот так, а эту одну черточку вот так. А существуют, интересно, заготовки на листочке, короче, лицо и где красить просто к лицу поднес, короче, вот так, вот так, вот так. Такой видеоролик есть. Это в «Симпсонах» же Гомер придумал этот ружье, стреляющее макияжем для быстрого нанесения. Close your eyes, Marge. And now you're ready for a night on the town. С утра в воскресенье по всем домам к девушкам заходил, чё лежишь недокрашенная? И по улицам, чё они накрашенные ходите? Просто украшаешь мир. Весна пришла. Красоту буду дарить всем. В эту прекрасную весеннюю, но немножечко сероватую пору хочется выглядеть как можно ярче и красивее. Но в этот раз на еще одного яркого человечка у нас станет больше. Мечтательная и позитивная Анастасия Кузнецова, 18 лет, считает, что главное в жизни – любить и много путешествовать. Настя мечтает жить в загородном домике, где она могла бы отдыхать от городской суеты. Хочет разобраться в себе, расставить приоритеты и понять, куда себя направить. Пробую сейчас сама. Вот небольшими берешь промежутками, наноси спрей-кондиционер, в глаза не брызгай, хорошо. Оттягиваешь, накручиваешь волос, фиксируешь лаком, хорошо. Первую прядь вкладываешь и стараешься попасть волна в волну.
Ну а пока наши героини делают прическу, я отправилась в один из торговых центров нашего города на встречу к Радмиле Артко за новым образом для нашей героини. Эти брючки неплохо было бы для нашей героини. Они достаточно зауженные, у них есть стрелочки. Это визуально будет вытягивать ее силуэт. Всю текущую неделю Радмила Артко проводила с нашей героиней беседы, выявляя ее психотип, характер и стиль. Эта весна собрала все самые постельные и нежные оттенки, от спокойного синего до яркого и игривого желтого. Принты в этом сезоне – это горизонтальная полоска, не слишком крупные цветы, мелкий горох и всевозможные абстракции и логотипы. Смотрим по корню волос. Какой корень волоса, значит, таким цветом и будут наши брови. Сейчас ты сделаешь вторую сторону сама. Сколько набирать на кисточку нашего корректора? Вот одно движение вот такое, этого достаточно. Можно сейчас и на губы розовые оттенки, они актуальны, и на глаза. И сейчас вот это выражение есть такое напомидорило, оно актуально. Почему? Потому что с помощью румян мы создаем юность, свежесть. Ну все, наш макияж закончен. У нас сделан весенний образ. Хорошего тебе настроения. Ну что ж, друзья, наша передача, к сожалению, подходит к концу. Вы смотрели 350-й выпуск программы «Пропеллер». И увидимся ровно через неделю, наверное. Всем до через неделю. До свидания. Пока. Хочешь иметь престижную профессию? Филиал Байкальского государственного университета экономики и права ждет тебя. Ведем набор по 20 специальностям высшего и среднего профессионального образования на бюджетные и коммерческие места. Подробности по телефону 36 91 91 и на сайте филиала Байкальского университета.